Спасибо. Добрый день всем. И сессия будет посвящена инструментам по отчетности по АНУФ, отслеживания прогресса и целей по АНУФ. Это касается и а, прозрачности, и РРП, и я начну, как вот также мы вначале с общей информации о требованиях по отчетности, к процессу, какие требования, и после этого я покажу вам, сделаю демонстрацию программного обеспечения, затем перерыв, а после перерыва у нас будет практическое занятие. Поупражняемся. Да, но я не буду говорить сейчас об истории инструментов, уже знаете это. Давайте посмотрим немного, поговорим о самом процессе. И стороны Парижского соглашения, стороны, они сообщают в секретариат об АНУФ, потом, когда опубликовано, и затем АНУФ, это самоопределяемый документ. Yes, we would like to. И это описание вот АНУФ, и через наши действия реализуем АНУФ, разрабатываем политику, работаем с данными, все необходимо для достижения прогресса, а затем уже отслеживание прогресса и достижений. И, наконец, мы отчитываемся об информации о том, как отслеживаем мы наш АНУФ, и это делается через VTR. И здесь мы видим разные. И вот вы видели наш отчет сегодня, годовой отчет для Казахстана. И вам необходимо определить, выявить индикаторы для того, чтобы отслеживать ваш прогресс по отношению к индикаторам. И мы будем говорить о частоте, базовый год, базовая информация, и все вместе, когда мы будем смотреть, чтобы избежать недоразумений, и вот посмотреть, что у вас это все будет необходимо. И индикаторы должны быть сопоставимы с АНУФ и должны быть актуальны экономов и отслеживать прогресс. И вот то, что, например, не относится к целевой задаче, выявлять вовремя. Я приведу пример, самый простой пример, потому что бывает и часто люди, когда говорим о концепции индикаторы, немножко путаются. И когда мы говорим о выбросах газов, и вот ваша целевая задача заключается в том, чтобы ограничить выбросы, особенно 10%, они не вырастали до 23 году. И вот эти выбросы, они как экономические, от экономики выбросы, которые происходят, и они являются целевой задачей удерживать их на определенном уровне, и она такая прямолинейная концепция. Но если мы будем, например, более мягкие цели ставить, менее количественные, менее такие как бы точные индикаторы, и например, мы хотим на 20% увеличить использование возобновляемых источников энергии, и вот тогда мы должны отслеживать это на ваше усмотрение, что будете выбирать. А, например, какие это будут солнечная, гидро или ветровая энергия. Индикаторы могут опираться на это, и также необходимо устанавливать мощности, генерировать возобновляемую энергию, и вы сами выбираете эти индикаторы, что будет для вас целевой задачей. И здесь примеры, и также парниковые газы, и также их удаление, также сократить интенсивность парниковых газов, и также посмотреть, насколько вноса воздействует на экономику, также политика и меры необходимые предпринимать. Вот если ваша целевая задача была, скажем, повысить энергоэффективность на 10% и индикатором тогда может быть количество зданий, которые были реставрированы, и программы, которые для этого проектированы.
и также другие целевые задачи, например, которые касаются леса, это восстановление леса, углеродная нейтральность, менее количественная. И все эти, возможно, это одни из наиболее для сторон сложные части подготовки отчетности по прогрессу АНОФ отслеживать. Это зависит также, и АНОФы создают, а потом определить, какие цели, целевые задачи есть того АНО, насколько они сложны, и как мы должны выбирать индикаторы для этих целей. И это может быть вот э, разные части, BTR, дополнительно к отслеживанию, особенно когда мы отслеживаем прогресс, достижения, а также мы должны видеть политику, меру и прогнозы, какие будут выбросы в будущем, поэтому надо рассчитывать выбросы для будущего. И, например, в VR там не требуется прогноз, а в BCR всегда требуется, за исключением части развития. Но мы об этом будем говорить, там у нас есть немного даются возможности для гибкости. Информация, которая описывает вашу внутреннюю систему МРВ, как вы ее оцениваете, и ваша политика по реализации. И это становится сутью. Вы должны описать механизмы правовые, нормативно-правовых актов, и также механизмы на основе рынка, которые работают, и они востребованы. Необходимо показать политики, меры, которые реализуются, и требования для на BTR. И я думаю, что здесь вы знакомы с этим, и за исключением расчетов воздействия от политик и мер. И если у вас есть программы, например, по повышению энергоэффективности в зданиях, и есть требования расчета в будущем, как вы думаете, GHG выбросы будут. И опять это гибкость, потому что это не так легко выполнять эту работу, и для сторон необходима определенная гибкость, как при отчетности. И давайте посмотрим на BTR, это допы, и здесь мы поговорим о главе, разделе втором, о том информации, которая необходима для отслеживания прогресса, и также посмотрим главу 7 по гибкости, эти два направления в BTR, на которые мы хотели бы обратить внимание. И сейчас мы поговорим о МПГ, это ОПР, это условия, также процедуры и руководство. И мы используем их, когда мы говорим о руководстве при разработке BTR. И сейчас шаг, который касается требования по главе 2. И как вы здесь можете видеть, существует несколько тем. Это национальные условия, обстоятельства, где вы описываете как вы отслеживаете прогресс по политикам, смягчению. И вы используете этот термин также информация о парниковых газах. И сейчас эта программа генерирует эту информацию и также другие прогнозы по выбросам парниковых газов. Давайте посмотрим более глубже каждое из этих направлений. Прежде всего посмотрим на национальные обстоятельства. И также вы готовили национальные отчеты, обзоры ранее. И наилучший путь посмотреть на то, какая информация необходима кому-то, для кого-то, чтобы подготовить BTR, чтобы это было все в контексте. И в рамках данного контекста, какие политики, меры необходимо это делать, почему эти сектора рассматриваются. И цель заключается в том, чтобы дать общую информацию, которая позволяет помочь им понять ситуацию в стране, какие обстоятельства существуют, понять ваши политики, действия по смягчению, по митигации, почему выбросы меняются. И я думаю, это наилучший способ смотреть на все. И у вас есть презентации, и я думаю, что население, не только население, как это меняется со временем, может быть, географически,
и экономика, и опять посмотреть, как это со временем изменяется, чтобы читатель мог понять, почему вот выбросы были такие, например, 20 лет назад или больше, и как вот сейчас. И вы вот показываете вот индикатор, используете, показываете, как со временем меняется уровень или объем выбросов. И как часть этого также правовые, институциональные, процедурные механизмы, как вы проводите мониторинг, как готовить отчет по мониторингу, верификация, а также парниковые газы. Это вот очень важно для сохранения данных. И, и действительно обсудить необходимо, а также договоренности, мероприятия правительства в этих сферах. И, наконец, также институциональные договоренности по отслеживанию прогресса, особенно когда мы говорим об отслеживании прогресса, и особенно когда механизмы, вот, передача, признанные на международном уровне, это углеродный рынок, это вот такие особые требования, как эта работа ведется в стране. Следующее – это описание АНУФ. И здесь мы увидим, как можно достигать, отслеживать прогресс, и также целевые задачи, любая информация по этим целевым задачам. И здесь также написано, что разные части используют разные слова. И те вот слова, которые есть в руководстве, вы можете увидеть, что вот ну, и вот кажется, что все нагружено, но нет, это здесь как бы все просто сказано, в какой год, какое вот эта целевая задача, какие выбросы вот определенные должны быть с 2025 до 27, до 37 года, и если, например, к 2030 году какие будут у вас выбросы, то 2030 год – это год, когда вот целевые задачи достигаются, и вот этот год – это базовый год, исходный, и вот и вы проводите сравнения, но это не обязательно, но многие страны проводят такие сравнения, например, в 99 году, да дальше в 2000-м, и это у вас уровень ссылок. Если вот мы смотрим, как использовались выбросы, в каком объеме, здесь приводятся примеры. И еще мы еще посмотрим другие вот целевые задачи. Это бизнес, если никаких изменений не будет, никаких мер по смягчению не будет использовать, и тогда вот этот сценарий будет базовым, и вы можете сказать, что у меня будет на 5-10% ниже вот этого бейслайна. Это вот означает базовый уровень ниже него, например. И также здесь масштабы и охвата, и также мы смотрим, какие сектора, какие газы охвачены в вашем отчете, какие границы, где они проходят, и также намерены ли вы использовать кооперативные подходы, это включая углеродные кредиты, и как страна, которая будет предлагать их на продажу, вот и вот показать, какой прогресс у вас в этом направлении, или покупатель, вот будет ли, если вы найдете покупателя, будут ли достигаться поставленные долгосрочные итоговые задачи. И также, если, конечно, оно будет меняться, надо здесь отмечать также. И вот индикаторы, и я говорил ранее, какие методы, способы мы используем для отслеживания нашего прогресса. И целевые задачи показывают, какие индикаторы будете использовать, и с помощью каких индикаторов будете отслеживать прогресс. И может быть, вам необходимо посмотреть, как вы отслеживаете вот базовые цели для парниковых газов, выбросов. И ключевое это то, что индикаторы, и требуется, чтобы индикаторы, они были актуальны. Вот не просто выбираем индикаторы, которые не дадут никакого показания, а надо выбирать вот те, которые являются актуальными, релевантными.
возобновляемые источники энергии, тоже индикаторы необходимы чтобы измерять вопросы, связанные с лесным хозяйством, с лесным сектором. И индикаторы могут количественными, также и качественными. Ну, фонд такой достаточно гибкий документ, и в соответствии с Парижским соглашением дается много гибкости, и также говорится о том, какие целевые задачи будут определены. И для этих целей важно включить и использовать те индикаторы, которые можно будет описать количественно. И опять же надо предоставить эквивалентную информацию параллельно к целевым задачам, исходным данным и так далее. И вы предоставляете наиболее позднюю информацию по этим индикаторам. И некоторых целей, например, это может быть кадастр по парниковым газам, и вы должны отчитаться о прогрессе. Именно тот год, когда проводился кадастр, инвентаризация проводилась. И стороны развитые, они, например, если в 26 году вы отчитываетесь, тогда надо за 24 год отчитываться. Это для развитых сторон, а для развивающихся там пробел немножко больше. И также необходимо описывать методологию и учитывать то, что вы делаете, как вы рассчитываете индикаторы, особенно тогда, когда вы, например, может быть, в кадастре недостаточно видимо парниковые газы, выбросы, и надо четко показать, как вы добиваетесь этого, потому что вы должны описывать, как вы, коллега, собираете данные, и как вы описываете потенциал, существующий онлайн. И это будет одной из тех вещей, которые должны использовать методологию. Опять, в зависимости от индикатора, может быть, целевые задачи могут быть сложные. Цели, например, это когда никаких новшеств, изменений не будем делать, а работать по-прежнему. Здесь, если вы думаете, что это чрезвычайно важно, какие базовая информация и прогноз, он должен быть точен, бейзлайн, иначе он не будет отражать те действия, которые предпринимаются в стране. И, наконец, еще другие предположения, ключевые параметры, источники данных, которые вы используете для расчета целевых задач и индикаторов. И хорошим примером может быть то, что некоторые стороны говорят, а мы будем, например, выполнять свою экономику при таких выбросах, или такой сектор, или другой. И это примеры того, важно определяться, в отчетах четко указывать, какой сектор, какая экономика и какие выбросы. Я думаю, что это ключевые вещи. И кто-то ранее говорил о том, что надо избегать двойного расчета, вычисления. И мы говорим, что важно четко определить методологию, особенно когда вы используете механизм на основе рынка, и учитывать, чтобы избегать двойного расчета по сберегаемым выбросам. И опять двигаемся дальше. И также много требований, но я думаю, что это программное обеспечение будет работать и предоставит вам информацию, и это не будет слишком нагруженным. И для каждого индикатора вы должны описать, как он соотносится с АНУФ, насколько методология является приемлемой, и потому что мы будем сравнивать временные серии, это как кадастр парниковых газов, и поэтому важно, чтобы была последовательность, и мы могли сопоставлять данные из года в год. Ну, и по большому счету все то же самое. А здесь структурированные, раздел Structure Summary или структурированные тезисы. Здесь вы пишете, здесь описывается, здесь указано, да, какую информацию нужно фиксировать. Я вам покажу, как это будет генерироваться с помощью инструмента дальше. Следующее направление – это действия по смягчению, меры политики в области смягчения. В принципе, с этим многие из вас знакомы. Так.
Так же, как и с вашими бурами. Здесь, наверное, многое знакомо. Да, вам это описание ваших действий по митигации. Не обязательно, чтобы у вас был исчерпывающий перечень всех ваших действий по митигации, но достаточно, чтобы был более-менее охватывающий основную часть. Многие из этих частей, они из двухгодичных отчетов сюда были перенесены, то есть там многое вам знакомо. И если вы рассматриваете или описываете ваши действия по митигации, пожалуйста, перечисляйте это, во-первых, и в табличном формате, а во-вторых, в разрезе каждой отдельной отрасли, каждого отдельного сектора. Есть раздел вверху вот таблицы. Вам нужно будет перечислить вот основные действия по митигации, то есть основное наименование действия, меры, описание меры по митигации, на что оно направлено. Например, здесь указано, да, увеличение количества установленных солнечных батарей или, например, повышение осведомленности об утилизации мусора или важности утилизации отходов. А здесь в перечне воздействий или область воздействия можно будет указать регуляторное воздействие. Например, здесь можно указать, например, указание, да, нормативное требование о том, чтобы, например, 20% энергии, потребляемой новыми абонентами, чтобы оно потреблялось из возобновляемых источников. Это пример таких нормативных требований. И укажите, пожалуйста, какой характер носит ваша мера. Носит ли она характер обязательно или факультативный, это обязательно, или стимулирующая мера, принята ли эта мера или нет. А у вас, коллеги, вопрос были? В любой момент, пожалуйста, не стесняйтесь, перебивайте меня, если у вас есть какой-то вопрос. Не стесняйтесь. Был вопрос, да, у вас? Подскажите, пожалуйста. Во. И- А мой коллега об этом поговорит. И, Вы спрашиваете по поводу презентации, да? И загруженной на Google диск, и заглужена на диск. Эту презентацию, по-моему, не смогли перевести там из-за ряда возникших проблем, но дайте, пожалуйста, некоторое время, через некоторое время мы эту презентацию на русском языке тоже загрузим. Наберитесь, пожалуйста, терпения, да, простите, пожалуйста, но со временем эта презентация будет... Well, все хорошо, я тогда попрошу своих коллег, чтобы они загрузили, да, проверили, загружена ли английская версия. И русская версия будет можно. Да. А, продолжение того, где мы остановились, это перечисление секторов, перечисление газов, когда началось, название органа, который отвечает за это. Далее идет расчетное значение сокращения выбросов. Здесь у вас есть тоже определенная гибкость, но опять-таки я бы хотел бы отметить, чтобы стороны старались сообщить можно больше или как можно в полном объеме информацию, которая у них есть в части именно расчетной величины снижения выбросов, чтобы ваши расчеты они были более подробно проиллюстрированы и понятны. Так, эту часть мы пропустим. Да, простите, здесь была ошибка. Я исправлю эту ошибку и загружу обновленную версию на Google Диск. Далее это у нас обобщенное изложение или общее или сводная информация по выбросам парниковых газов и по их поглощению. И здесь это просто, по сути, это таблица, которая генерируется в кадастре парниковых газов. То есть эта таблица, она уже генерируется в кадастре парниковых газов, и просто таблица сюда вставляется. Что еще по поводу
прогнозов, да, это прогнозы уже по выбросам парниковых газов и по поглощению парниковых газов. Там, как вы видите, в УПР есть 3 абзаца, которые предписывают требования. Там, в частности, там написано, что сторонам рекомендуется предоставлять информацию по прогнозам выбросов парниковых газов. То есть предоставление информации по прогнозам – это факультативно, это на ваше усмотрение. Вы можете эту информацию не указывать, и каким-то нарушением это являться не будет, но, по крайней мере, если у вас хоть некоторые прогнозы будут, то это было бы очень, это приветствуется, это приветствуется. Далее, прогнозы. Прогнозы должны прилагаться как, если вы будете прилагать их как в табличном, так и в графическом виде. То есть, и они должны начинаться с самого последнего года. То есть если вы предоставили данные, которые заканчиваются за 22 год, то тогда ваш прогноз должен начинаться вот с самого последнего вашего года отчетности и простираться на следующие 15 лет. Ой, простираться не менее чем на 15 лет с этого периода. Но там, как производится расчет, вы добавляете 15 лет к году вашего последнего отчета и округляете в сторону ближайшего круглого десятка. То есть, если вы сдали в 2022 году, то добавляете 15 лет, 2037 округляете до 2040 года. То есть ваш прогноз должен быть до 2040 года. И, кроме того, вы можете использовать положение прогнозом для того, чтобы сообщать прогнозы только по некоторым секторам. И здесь далее идет описание моделей, то есть описание того, как вы произвели расчеты, которые лежат в основе ваших прогнозов, какие подходы вы использовали. В разных странах будут использовать разные модели, и также в разных секторах могут использоваться разные модели. Одна модель в секторе землепользования, одна модель в секторе энергетики. Вы можете либо дать, вам не обязательно давать полное описание модели, вам достаточно указать ссылку на модель, которую вы использовали, потому что, скорее всего, вы использовали какую-то существующую модель, поэтому дайте просто ссылку на ее существующее уже описание. Кроме того, нужно дать описание. Там есть вот 3 сценария. Первый сценарий – это обязательно, это с учетом принятых мер, то есть это с учетом того, что принятый в текущий момент действия продолжатся. Потом факультативно для всех стран они могут предоставить прогнозы с учетом дополнительных принимаемых в будущем мер, то есть это расчетное значение того, что произойдет с нашими выбросами в случае, если мы примем все планируемые меры. И третий сценарий – это что произойдет без принятия мер. Это больше условное такое упражнение. Это условное упражнение, да, или упражнение еще условное наклонение. То есть вы рассчитываете, чему будет равна величина ваших выбросов в случае, если бы вы никаких мер не принимали. И в пункте С, по пункту С вам нужно будет перечислить, какие меры по митигации лежат в основе вашей модели. То есть для каждого из ваших сценариев вы будете использовать определенный набор мер по митигации, и вам нужно будет перечислить, какой круг мероприятий по митигации был включен. Кроме того, вам нужно будет предложить анализ чувствительности, например, что произойдет в случае, если ваша экономика будет расти более быстрыми темпами, чем вы ожидаете, как это повлияет на ваши расчеты. Появилось еще новое требование, которое не было включено в двухгодичные отчеты. Это информация об отслеживании вашего прогресса. Например, если у вас есть здесь вам необходимо будет предоставить информацию по индикаторам, которые вы ранее сообщали, но здесь и предоставляется гибкость для стран и для развивающихся стран. И кроме того, здесь здесь необходимо предоставить не только сводные данные по национальной экономике в целом, но и в разрезе ее конкретных отраслей. И опять-таки здесь предусмотрены меры гибкости для развивающихся стран. Теперь перейдем дальше к рассмотрению того, что предусматривает положение по гибкости. У нас есть параграф 85. Это можете рассчитать. Это решение 18 КПС-1. Там параграфом 85 предусмотрено вот это положение гибкость. Как вы можете это положение параграфа 85
можете соблюсти, и вы можете соблюсти это, если вы используете положение по гибкости, просто обозначив буквами FX. А если вы не будете использовать, если вы не обозначите положение FX, то тогда и данные по параграфу 85 вам система не даст вести. Далее у нас параграф 92, это прогнозы, и это требования носят характер не обязательный, а факультативный в отношении развивающихся стран, как это реализовано в инструменте. Если в инструменте я хотел бы воспользоваться положением гибкости по пункту 92, то тогда каких-то иных вопросов по прогнозам вам задаваться не будет. То есть если вы скажете, я хочу воспользоваться положением гибкости, то система не станет вам задавать какие-то вопросы по прогнозам. Параграф 95, он касается прогноза, на 15 лет после даты последнего отчета. То есть то есть вы можете составить прогнозы по 2040 год и то, как это реализовано в инструменте. Если вы включите вот это положение по гибкости, вы можете положение по гибкости позволит вам начать отчет более раннего периода. И последний абзац. Здесь уже идет описание того, по прогнозированию. Да, здесь не содержится конкретных требований, о том, как вы можете воспользоваться положениями гибкости, но вы здесь в системе, как реализовано это в системе, любое прогнозное значение, любые ваши расчеты по прогнозам, которые вы указываете, там можно добавить значитель fx, чтобы указать, что вы пользуетесь положением гибкости. Помимо этого, есть и обязательное требование, когда используется обязательно, когда вы используете какое-то обязательное положение, вам нужно будет дать объяснение обстоятельств. Да, то есть вам нужно будет дать описание того, почему вами был сделан такой выбор. То есть не всегда вам нужно давать объяснение своему выбору, но есть и определенные пункты, где предоставить такое объяснение вы обязаны. Эта информация вводится у нас как в общих таблицах, так и в двухгодичных отчетах. И здесь, в принципе, достаточно ограничиться ссылкой на определение, которое вы используете в двухгодичных отчетах. Всего у нас 12 таблиц, или 13, простите, 12 таблиц. У нас первые 3 таблицы, они касаются вашего национального вклада, определенного вашего ОНУ. Потом есть таблицы 4, 5 и 6, которые отслеживают ваш вход. Там я бы не сказал, что в таблицах там совсем ничего не надо делать, но в системе там есть указатели, которые позволяют вам лучше разобраться в том, какие данные нам нужно будет вводить. Потом таблицы 5, 7, 8, 9, 10, 11. В этих таблицах описаны результаты вашего прогнозирования. Помните, я говорил по разным сценариям с принятием мер, с текущими мерами или без принятия мер. И также в 11 таблице вам нужно будет перечислить основные допущения, которые вы использовали. Например, это допущение по темпам, по темпам демографического роста, по темпам экономического роста, по динамике цен на топливо, по динамике мировых цен на топливо. Такого рода информация – это та информация, которая вот используется на входе модели прогнозирования для того, чтобы рассчитать ваши выбросы. И далее в части мер реагирования. Здесь необходимо указать информацию, которая необходима для того, чтобы отследить результативность применяемых на национальном уровне политик и мер. То есть, например, если страна добывает нефть, и если страна, например, предпринимает меры для того, чтобы направлены на то, чтобы скомпенсировать свою деятельность по добыче нефти или как-то смягчить социально-экономические последствия от присутствия добычи нефти в ее экономике.
Да, и 13 таблица – это приложение, были перечислены 12 таблиц, а есть еще и 13 таблица, это факультативная таблица, это приложение, и эта таблица, она выглядит практически полностью как вот здесь, вот, почти полностью как та таблица, которая есть у вас в OneNote, поэтому вам вполне будет достаточно просто скопировать и вставить информацию. Вот. И данная таблица – это, по сути, повторение той информации, которая у вас была на предыдущем слайде. Просто здесь вы указываете или подчеркиваете, где вы используете положение гибкости. Теперь я переключусь непосредственно к самому инструменту, чтобы продемонстрировать, как все это работает на практике. Но прежде чем я это сделаю, скажите, пожалуйста, есть ли, коллеги, у вас какие-то вопросы?